Памятник матери установлен в 2012 году на берегу озера Сайсары, города Якутска, в качестве дани уважения матерям, преодолевшим трудности Великой Отечественной войны. Памятник установлен на берегу озера Сайсары не случайно. Имя Сайсары уходит своими корнями в глубокую древность. Оно упоминается в ряде якутских легенд. Так, одно предание из Эллаяды Гаврила Ксенофонтова связывает название Сайсары с озером в речной долине Тоймада, окаймленной высокими горами, считавшимися священными. Ытык-хаялар. Омогой, предок якутов, переселившийся с юга на Лену, поселился около озера Сайсары. Второй предок Саха, Эллейботур, прибывший на Лену позже, также выбрал счастливую Сайсары, женившись на одной из дочерей Омогой Бая. Оба прародителя развели скот, устроили первый исых. Согласно другой легенде, первые якуты, пришедшие из Забайкалья на берег Лены, увидели Урасу близ озера, в которой проживала старушка Ивенкийка по имени Сайсары. С тех пор озеро и луг стали называть Сайсары. У исследователя Василия Трощанского есть такое объяснение. У якутов существует предание, что они пришли из страны, которая находилась за 3000 верст южнее того места, где стоит Иркутск. Сарабай Тойон и его жена Сайсары, родом татарка, с детьми своими отправились со своей родины на север. Сарабай Тойон умер в том месте, где ныне стоит Иркутск, а жена его с детьми отправилась дальше и прибыла на то место, где теперь стоит город Якутск. Отсюда можно предположить, что старушка Сайсары действительно существовала. Долина Тоймада была центром политических событий в XV и XVII веках. Археолог Алексей Окладников на территории современного Якутска, неподалеку от озера Сайсары, открыл и исследовал остатки якутского жилища, подтверждающие, что здесь издавна находился крупный центр поселения народа Саха. Все эти факты дают нам право считать озеро Сайсары колыбелью народа Саха, откуда есть и пошла земля якутская. Сегодня озеро Сайсары наделено статусом объект культурного наследия. С древних времен на берегу священного озера традиционно проводятся обряды праздника Гэх, моления Алгыс. В марте 2010 года мэр города Юрий Заболев подписал распоряжение о проведении открытого городского конкурса на разработку проекта «Сквер матери» со скульптурной композицией, приуроченной 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Благодарность матерям за мужество и самопожертвование во время войны. Конкурс выиграл народный художник, скульптор Якутии Афанасий Романов. Идея была претворена в жизнь только в 2012 году, к 380-летию города Якутска, на народные деньги. Прообразом памятника стала Феврония Николаевна Малгина из села Баяга Татинского улуса. У Февронии Николаевны Малгиной были призваны 5 сыновей на войну, и ни один из них не вернулся домой. Со слов скульптора Афанасия Романова, в этой высокой статной матери присутствует образ всех женщин-матерей. В ней есть твердость духа и несгибаемость. Ее суровый взгляд олицетворяет твердость ее характера и силу воли.
Памятник матери – это дань уважения старшему поколению, которое выстояло и победило Великую Отечественную войну, восстановило страну. По его замыслу скульптурная композиция представляет собой фигуру матери, с руки которой слетают 3 сокола, сыновья, улетевшие на войну. На другой руке женщина держит ребенка, который символизирует будущее Якутии. И теперь в сквере матери у Сайсарского озера возвышается бронзовая скульптура женщины в якутской национальной одежде и головном уборе джабаке высотой 6 метров. Каждая деталь орнамента ее одежды имеет свой сакральный смысл. Например, заяц в ногах женщины не дал умереть в годы войны тысячам якутских семей. После памятников Ленина и Бекетова памятник матери является одной из самых высоких возведений Якутска. На постаменте нанесены строки: «Низкий поклон матерям, потерявшим своих сыновей в Великой Отечественной войне. Вечная память и вечная слава».